От былой аварии на очистных сооружениях в Альтееве не осталось и следа. С момента сброса нефтяных отходов прошло уже 2 месяца. По предварительным данным, источником загрязнения стал Назрановский коллектор, куда были сброшены отработанные нефтепродукты. В апреле нефтепродукты очистятся через городской коллектор. Количество тоннами очистные сооружения, можно сказать, выведены были из строя по внешнему признаку. Экологическую катастрофу удалось избежать благодаря слаженной работе всех надзорных органов. Вначале организовали специальный почвенный барьер в Назранке, куда начала стекать черная жижа. Но это решило проблему только наполовину. Из-за попадания отходов в очистные сооружения система очистки была нарушена. Тогда было решено задействовать разработку ингушских ученых – сорбенты по очистке воды. Объем очистных сооружений 5 миллионов литров. На данный момент мы должны были туда залить 500 литров, но мы залили чуть меньше, потому что на данном этапе у нас не было такого количества объема бактерий. Но по нашим расчетам это должно было помочь. То есть за 7 дней он убивает все болезнетворные бактерии, он поедает нефтепродукты и очищает воду. В момент, когда был слив нефтепродуктов, превышение было 240 раз. Ликвидировать последствия катастрофы сорбенты смогли за 10 дней. Теперь за чистоту очистных сооружений можно будет не беспокоиться еще 3 года. Именно столько живет колония бактерий. قاصلش أسناك ده شل ده عشان حقوق خد مديشاس كانت حدوا أخي يري أتحاجة شل ده باش دواتش صدق حد اللي حقوقتش. До того, как приехать на форум, изучив всю технологию и результаты того, что здесь было проведено, всей работы, глава республики презентовано ему вот этот препарат, презентовано ему там результаты работы этого препарата, поддержал. Сегодня мы как раз планируем расширенное совещание по этому вопросу проводить, для того, чтобы решить вопрос о применении, широком применении препарата на всех очистных сооружениях республики, в том числе и локальных очистных. Помимо этого, глава республики в целях улучшения экологического состояния региона поручил ближайшие домовладения, которые рядом с водными объектами находятся, где используют канализации, ямы канализационные, да, раздать людям вот этот препарат. Эта чаша, нефтяная пленка, она опоясывает весь водный объект сверху. И есть такое понятие, как растворенный кислород в воде. Вот этот кислород может не поступать к рыбам, и может произойти мор. А вот виновному побеспокоиться придется. За загрязнение водоохранных зон ему грозит серьезное наказание. По словам специалистов, тогда в воды попало около 30 тонн нефтепродуктов. Последствия для местной флоры и фауны могли быть непоправимыми. Более 150 таких труб принудительно демонтированы. Часть труб добровольно люди демонтировали, узнав о штрафных санкциях, которые у них могут быть. Ну, штрафы, конечно, скажем, на физическое лицо до 5000 можно привлекать к ответственности, на юридических лиц там более высокие. Но, к сожалению, это не единственная головная боль местных экологов. Санитарное состояние многих рек Ингушетии все еще под угрозой из-за слива нечистот из частных домовладений. Просьба не сбрасывать незаконные канализационные трубы в водные объекты. От того, что вы живете рядом с водными объектами, это не значит, что их можно использовать как вы хотите. Рейды надзорных органов по выявлению фактов нарушения в области охраны водоохранных зон будут проводиться регулярно. Тамара Хашагульгова, Хасмагомед Моисигов, Новости 24.